منیژه سنگین، آوازخوان جوان تاجیک مقیم روسیه، این کشور را در آزمون آوازه‌دار یورویدین در شهر راتردام هلند نمایندگی خواهد کرد. منیژه سنگینی 29 ساله در کودکی به مسکو مهاجرت کرده است. او قبلا با تخلص روکولا و ترانه روسی پرنیبریگایو در میان هوادارانش در کشورهای پساشوروی نام برآورده بود. قبل از این منیژه سنگین 14 دکبر سال 2020 سفیر حسن نیتی نمایندگی آژانسی سازمان ملل در امور پناهندگان در روسیه تعیین شد. آن زمان همکارم خرامان بخشزاده با منیژه سنگین صحبت آراسته بود که حال آن را دوباره پیشکشی شما می‌سازیم. Манижа, поздравляю с новым клипом. Расскажи, как вообще возникла идея такой темы? Почему недославянка? Здравствуйте всем. Во-первых, мне очень приятно, что я здесь. С вами могу говорить на эти темы, потому что клип мне дался нелегко, и идея пришла, наверное, где-то почти полгода назад, когда написалась песня «Недославянка». А вообще во мне эта идея живет почти всю мою жизнь, и, наконец, удалось ее сделать. То есть ты сама переживала те чувства, которые описываешь, как бы в ироничной форме, конечно, в таком стиле блокбастера, очень интересно смотрится, но за этим всем скрыта достаточно очень серьезная проблема. Скажи, пожалуйста, все-таки почему недославянка? Это важно быть славянкой в России? Обязательно? Нет, это конфликт любого человека, который переезжает в другую страну, не в ту, в которой он родился. Когда он сталкивается с другой культурой, когда он вынужденно учит другой язык, забывает свой родной язык. И в этом нет никакой драмы. Я счастлива, что я могу говорить на русском языке, писать песни на русском языке. Я счастлива, что у меня есть эта аудитория. Но, безусловно, за это время стерлись мои взаимоотношения с Таджикистаном, что, приезжая, я все равно себя немного чувствую другой. И, наверное, это больше вызывало во мне грусти, чем ощущение, что я живу в России, правда. То есть это свой среди чужих и чужой среди своих, к сожалению. То есть это больше личная песня или все-таки это такой вот социальный месседж от имени многих мигрантов, в том числе таджиков, которые живут в России? Мне бы очень хотелось, чтобы это была не только личная история. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то нашел в ней то, что сам пережил или переживает сейчас. Все, что я делаю в творчестве, это ради того, чтобы было не зря. Просто не зря. Не только мои какие-то личные переживания, но и чтобы другой человек мог прожить их со мной. А значит, очиститься и стать немного лучше. Манижа, кстати, вот в чем ты видишь этот путь к очищению? То есть ты сейчас сказала, что тебе грустно, что ты в Таджикистане не чувствуешь себя в своей тарелке, когда ты едешь. Я не могу сказать, что мне грустно. Я приняла это состояние. Я с удовольствием провела сейчас несколько дней в Душанбе, хотя меня там не было очень много лет. Но я тоскую, наверное, больше по детству. Когда было беззаботное детство в Душанбе, когда ты не думал о времени, не думал о границах, не думал о государственных или культурных каких-то вещах, которые отличаются между собой. Ты был просто человеком и наслаждался природой, близкими людьми, и очень вкусной едой и безумно красивой культурой. Манижа, все-таки ты кто в душе? Россиянка, таджичка, кто? Я человек мира. Я и таджичка, и славянка, и человек, который говорит на английском языке. Я не знаю, я перестала вешать ярлыки. Я ненавижу, когда люди вешают ярлыки и ограничивают себя этим. Я просто хочу жить по тем традициям, по той культуре, которая во мне сформировалась. А она во мне сформировалась благодаря всему, что происходило в моей жизни, не только одной культуре. И там самое главное, наверное, ценности какие-то, да, которые тебе привила. Я знаю, мама очень большую роль сыграла в твоей жизни. Огромную роль играет в моей жизни, слава богу. Наверное, очень сложно любой матери поднять хотя бы одного ребенка в чужом городе. Своего ребенка, хотя бы одного. Мама подняла 5. И более того, она самое главное, что сделала, она позволила всем нам и позволяет делать то, что хочется нашей душе. Потому что, к сожалению,
Моим родителям пришлось забыть о своих мечтах, Интересах, да? интересах. Ну, потому что война очень многое забрала. И я рада, что сегодня я могу петь, я могу делать свое творчество, быть под крылом своей матери, ее профессиональным крылом, не только материнским, а именно как продюсера, как человека, который, как я говорю, шарит лучше, чем многие. Это важно в команде иметь таких людей, как моя мама. Последняя работа и очень много других твоих произведений имеют более социальный месседж, с моей точки зрения, нежели чисто развлекательную миссию. Как ты думаешь, тебя слышат? Да, я не то чтобы думаю, я это вижу. Я получаю письма. Я очень сильно изменилась моя аудитория. И это то, к чему я шла много лет. Это не какая-то однодневная история, которая во мне родилась год назад. Нет. С самого начала своего пути я понимала, что мне нужно сейчас обрасти аудиторией, чтобы потом начинать говорить о важном. О том, что в первую очередь касается меня. И то, что, возможно, касается других людей. И все проекты, которые за этот год удалось сделать, это для меня личная огромная победа, потому что я к этому шла очень много лет. И я не буду останавливаться. И дай Бог мне сил, дай Бог вдохновения в следующем году сделать еще больше. Я знаю, что одним из этих проектов является проект «Сильсиля», где заявлено о том, что этот проект конкретно занимается помощью жертвам женского и подросткового насилия. О чем это? И на самом ли деле тебе удается помогать? Что это такое вообще? Это приложение помощи. По сути, это кнопка помощи, которая может доставить сообщение до твоего близкого человека с местом, отметкой на карте, где ты находишься. Оно очень простое. Ты вводишь своих близкие контакты, те люди, которым ты доверяешь. И не дай бог, в какой-то экстренной ситуации, это касается не только домашнего насилия, это касается любой небезопасной ситуации. Ты достаешь приложение, нажимаешь на кнопку, и твой запрос отправляется твоему близкому человеку, потому что порой полиция может не сразу откликнуться, особенно когда это касается семейных проблем. То есть практически нужно загрузить этот ап, он должен быть у тебя в телефоне, да, на случай чего? Оно есть в App Store, оно есть в Google Play, оно доступно для Android, для iOS. А у тебя есть планы, допустим, развивать Конечно. эту идею на Таджикистан, на другие регионы? Безусловно. Просто это не коммерческий проект, у него нет инвесторов, у него нет фондов, которые ему помогают, у него нет никакой государственной поддержки. Это независимый проект артиста, то есть нас двое, я и мама, кто занимается этим проектом. К сожалению, нагрузка порой такова, что не всегда мы можем заниматься только приложением, но мы делаем все, что в наших силах, и самое главное для нас, чтобы оно работало. Оно будет бесплатным всегда, и надеюсь, что будет помогать. Угу. Возвращаясь немножко к тому, с чего мы начали, многие таджикские граждане, которые находятся на заработках в России, они живут в более другой, более жесткой реальности. А тебе приходилось трудно именно из-за твоего происхождения? Вы знаете, конечно, было такое. Я не буду скрывать. Но я не хочу драматизировать. Конечно, сложности у любого человека, любой национальности возникают на протяжении всей жизни. Нужно работать над собой, получать образование, что очень важно. И возможности получать образование есть всегда. Я знаю, что многие меня критикуют, по крайней мере, сейчас такой был странный фидбэк на клип от Таджикистана в особенности, что у нас такие проблемы, ты их высмеиваешь, я ни в коем случае не высмеиваю ничьи проблемы. Я уважаю все проблемы, которые встречаюсь на пути мигранта, потому что я знаю, что это такое, и моя семья начинала с нуля.
И сегодня я имею право немного выдохнуть, когда мне не надо думать, где заработать кусок хлеба. Я могу теперь сесть и подумать о том, как вдохновить всех тех людей, которые надрываются каждый день, и которым нужно как минимум просто плечо, поддержку, вот так вот, сказать им, что все хорошо, улыбнись сейчас. Эта история про тебя. Надеюсь, что про тебя. И я знаю, что совсем скоро ты все преодолеешь. Маниш, ты очень активный творческий человек, ты постоянно в работе, в проектах, но я думаю так, если бы ты сейчас была в Таджикистане, уверена, все вокруг задавали бы один вопрос. Манижа, когда выйдешь замуж? Как тебе этот вопрос? А, Я открыта, я счастлива. Я счастливая женщина, когда захочу, тогда и выйду. У меня нет какого-то пункта или у меня нету сейчас рядом близких, которые меня мучают этим вопросом. Никогда не мучили. И я счастлива, что у меня такая семья, что она позволяет мне выбрать того, кого я люблю. Мы встречаем новый 2020 год. Какие у тебя ожидания, какие планы? Ой, я очень хочу, чтобы было крепкое здоровье, чтобы всегда была возможность выдохнуть и посмотреть на ситуацию с другой стороны. И я очень хочу, чтобы все, что каждый человек делает на этой земле, что-то полезное, оно всегда приносило плоды, потому что оно обязательно принесет плоды. Может быть, не сегодня, не завтра, но со временем точно. И вот пусть этот 20-й год даст всем эти плоды. С Новым годом, Манижа! С нами была певица Манижа. Обязательно посмотрите ее «Недославянку». Я думаю, каждый что-то для себя в этом найдет. С Новым Дай годом! Бог. Мне было очень приятно. Спасибо большое.